Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Колодаева Ирина Ивановна, и я приглашаю вас принять участие в экологической интеллектуальной игре «Знатоки природы». Вам предстоит испытать свои силы в различных конкурсах на тему экология. Экология – это наука о защите и охране природы. Что такое интеллект? Это ум, значит, это игра для ума. И нам предстоит выяснить, насколько хорошо вы знаете родную природу. Она как никогда сегодня нуждается в вашей защите, заботе и любви. В игре победит тот, кто действительно хорошо знает жизнь животного мира, умеет правильно вести себя на природе, готов оберегать ее. Давайте будем беречь планету. Во всей Вселенной красивей нету. Во всей Вселенной она одна. Что будет делать без нас она? Я речь свою веду о том, что вся Земля – наш общий дом, наш добрый дом, просторный дом. Мы все с рождения в нем живем. Земля не спит и каждый день глядит в глаза своих детей. Тебе и мне глядит в глаза, и нам с тобой молчать нельзя. И еще о том веду я речь, что мы наш дом должны сберечь, и мы докажем, что не зря на вас надеется Земля. Дорогие ребята, именно сегодня мы побудем с вами настоящими экологами. И наше мероприятие я предлагаю начать с гимна эколога. В качестве разминки я предлагаю провести игру «Кто я?». На слайде фото животных, занесенных в Красную книгу. Правильный ответ 2 балла. Кто это? Беркут. Правильный ответ сайгак. Бобры. Летучая мышь. Паук тарантул. А теперь самое главное состязание для юных экологов – конкурс «Лидер». Экологический квест. Перед вами таблица, где вы видите 5 категорий. Каждая категория содержит по 5 вопросов. У каждого вопроса своя цена. Каждая команда по порядку выбирает любую категорию и номер ячейки, показывающий цену вопроса. Например, категория «Необыкновенные животные» за 3 балла. У нас сегодня видеозанятие, поэтому вопросы надо открывать по порядку. Категория «Наша голубая планета», цена вопроса 1 балл. Как называется уменьшенная модель Земли? Правильный ответ – глобус. Категория «Наша голубая планета», цена вопроса 2 балла. За какое время земной шар делает полный оборот вокруг своей оси? Правильный ответ – за 24 часа, то есть за сутки. Категория «Наша голубая планета», цена вопроса 3 балла. Как называется естественный спутник Земли? Это Луна. Категория «Наша голубая планета», цена вопроса 4 балла. За какое время Земля совершает полный оборот вокруг Солнца? Верный ответ – за год, 365 дней. Категория «Наша голубая планета», цена вопроса 5 баллов. Какую часть от поверхности земного шара занимает вода? Правильный ответ – 3/4. Нашу игру продолжает категория «Братья наши меньшие».
Цена вопроса 1 балл. Какая птица откладывает свои яйца в чужих гнездах? Это кукушка. Категория «Братья наши меньшины». Цена вопроса 2 балла. Какое из этих животных расселилось по всему миру? Носорог, собака, енот. Правильный ответ – собака. Категория «Братья наши меньшие». Цена вопроса 3 балла. Какие животные чистят свою шкуру, валяясь в грязи? Слоны, носороги, бегемоты. Категория «Братья наши меньшие». Цена вопроса 4 балла. Бабочка, ящерица, паук. Какое из этих животных при спасении от опасности может пожертвовать частью своего тела? Правильно, это ящерица. Категория «Братья наши меньшие». Цена вопроса 5 баллов. При драке индюки используют правило джентльменов «не бить лежачего». И если один из индюков лег на землю и вытянул шею, то это означает, что он признает себя побежденным, а другой отходит с видом победителя. А как поступит павлин при встрече с индюком? Добивает. Категория «Самые необыкновенные животные». Цена вопроса 1 балл. Какая птица самая мелкая? Правильный ответ – колибри. Категория «Самые необыкновенные животные». Цена вопроса 2 балла. Какие ноги у жирафа длиннее, передние или задние? Передние. Категория «Самые необыкновенные животные». Цена вопроса 3 балла. Какие животные вылезают из кожи вон? Это змеи. Категория «Самые необыкновенные животные». Цена вопроса 4 балла. Где у кузнечика ухо? Правильный ответ – на ноге. И последний вопрос категории «Самые необыкновенные животные». Цена вопроса 5 баллов. Какая змея плюется? Это кобра. Нашу игру продолжает категория «Лесная кухня». Цена вопроса 1 балл. Как приготовить в походе рыбу? Правильный ответ – сварить уху или, насадив на пруты, закоптить ее над углями. Категория «Лесная кухня». Цена вопроса 2 балла. Какие способы используют туристы, чтобы приготовить печеную картошку? Можно закопать картошку в горячую золу или, положив ведро с песком, обложить ведро горячим углем. Категория «Лесная кухня». Цена вопроса 3 балла. Назовите растения, из которых в походе можно приготовить крепкий ароматный чай. Это мята, иван-чай, душица. Категория «Лесная кухня». Цена вопроса
4 балла. Назовите растения, которые можно есть без кулинарной обработки. Это щавель, горькая редька, дикий лук, ягоды. Категория «Лесная кухня» за 5 баллов. Из чего можно приготовить еду в походе, если вы остались без продуктов? Дикий лук, крапива, виноградные улитки, одуванчики, лягушки, рыба, дичь. Завершает нашу игру категория «Живые барометры». Цена вопроса 1 балл. Ласточки летают низко над землей. К чему это? К дождю. Категория «Живые барометры» за 2 балла. Белая кувшинка закрылась днем. Это также к дождю. Категория «Живые барометры» за 3 балла. Птицы купаются в пыли. Это значит, будет жарко. 4-й вопрос этой категории за 4 балла. Обильная роса утром. Днем будет хорошая погода. Категория «Живые барометры». Цена вопроса 5 баллов. Муравьи закрывают ходы в муравейник. Это к дождю. Дорогие ребята, я думаю, что вы все прекрасно справились с заданиями, и можно подвести итоги. Земля, земной шар – это наш общий большой дом, в котором хватает места всем – людям, животным, растениям. Над нами одна общая голубая крыша неба. У нас под ногами общий пол, земная поверхность. У нас один на всех чудесный источник света и тепла – солнце. У нас общие источники влаги – реки, озера, моря, океаны. Всем надо есть, пить, дышать, растить детей. Значит, можно сказать, что экология – это наука о нашем общем доме и о законах, по которым мы должны жить в нем. Надеюсь, что игра поможет нам с вами еще раз задуматься о нашем общем доме и о том, что этот дом надо любить и беречь. Давайте вместе землю украшать, сажать сады, цветы сажать повсюду. Давайте вместе землю уважать и относиться к ней как к чуду. Наша планета добра к нам, ее природа помогает нам жить. Она подарила нам свои богатства, красоту. Ответим ей любовью и заботой. Благодарю вас за участие в игре.